Вот это вот проспект 50 лет октября. Поворачиваем и видим гостиницу. Она находится в жилом доме, и звукоизоляция там, конечно, слабенькая. Но так как я там одна, мне нормально. Если будете с чемоданами, как я вчера, здесь спуск вот такой вот, не очень удобный. И я чемодан не катила, а на руках спускала. Все, на вывеска отель Улан. Подходите и звоните в дверь. Имеется видеонаблюдение, маска, дистанция, все дела. Итак, сразу как заходим, направо у нас будет шкаф-купе, где уже висят вещи. А здесь также выдают тапочки. Смотрите, вот есть такие, мужской вариант и розовые. Что-то совсем не видно, да, по-моему? С освещением здесь проблема. Так, с этой стороны только полки. Так, дальше у нас налево санузел. Выдают полотенца для рук и ванная. Есть туалетная бумага. И вот такой вот небольшой душ. Вот, кстати, я когда вчера приехала, они, вот смотрите, не прибрались. Не заметили, что здесь лежит скрытый шампунь одноразовый. И вон там вот внизу тоже. Вот эта вот штука, короче, она не держит. Я не могу переключить на душ кран, потому что эта вот штука, она опускается. Поэтому приходится мыться вот здесь, вот под этим кранчиком. Так, здесь у нас, значит, что было? Были одноразовые шампуни и гель для душа. И мыло. Все, вот такой вот маленький. Меня видно? Видно. Вот такой вот маленький туалет. Вон там вентиляция гудит. Есть шторка. Так, сразу около шкафа есть стол небольшой, куда можно складывать вещи. Кресло. И вот сверху можно повесить ключи, головной убор. Тут также имеется пароль от Wi-Fi и информация. Там, по-моему, в общем, правила проживания. Там внутри, видимо, памятка по антитеррористической безопасности и правила проживания в гостинице Улан. Так, с этой стороны у нас небольшой телевизор. Каналов где-то, ну, больше 5. Каналов, наверное, где-то 20, по-моему. Электрический чайник, ночник, стол письменный. Кстати, он раскладывается, поднимается тут штука. Мини-бар и стул. Номер двухместный, но это не значит, что здесь двуспальная кровать. Это 2 кровати, соединенные вместе. Сейчас я даже покажу, как это выглядит. Смотрите. Вот видите, 2 кровати просто пододвинули. Вот. 2 матраса. И все. Интересно, а когда они их раздвигают, как тут все это происходит? Потому что вот одна тумбочка стоит, и вон тот вот стул, который, ну, развернуть будет тяжело. И если они раздвигают эти кровати, то есть вообще места нет. Так, ну вот лежа на кровати можно любоваться на такой вот симпатичный рисунок. Люстра, которая слабенько, на мой взгляд, освещает, и кондиционер. По бокам кровати, в изголовье кровати ночники, которые я не знаю, как включаются. И нужно посмотреть, куда вообще включается кондиционер. И возвращаясь к кондиционеру, тут нет розетки. Тут вообще проблема с розетками. Ой, головой ударилась. Здесь ничего нет. В этом номере
есть одна розетка, она где-то там, потому что здесь у меня есть пилот. Вот это вот, значит, мини-холодильник, мини-бар, а это телевизор. И одна свободная розетка, которую я могу использовать либо для ноутбука, либо для чайника. Все, больше вариантов нет. Так как гостиница находится на первом этаже жилого дома, мои окна выходят во двор. И я вот тут вижу голубей, слышу точнее, детей, людей. А еще тут такая фишечка, которую должна делать я. Смотрите, это у нас жалюзи. Вот я нажимаю и поехала. Все. Наступила темнота. И также... Ой, чуть не упала. И также открываем. Когда я это проделала вчера вечером, закрывала жалюзи, дети во дворе были в бешеном восторге. Они прям так радовались. И что касается завтрака, он здесь включен в стоимость. И смотрите, мне принесли яичницу, сосиску, тосты, чай и на десерт кекс. Завтраки подаются с 8 утра до 11, приносят в номер, и нужно просто сказать, во сколько хотите покушать. И все. В гостинице в нашей 7 номеров, 6 номеров двухспальных, двухместных и 1 одноместный. Вот этот номер полулюкс. Это самый большой, да, здесь? Это самый большой номер. Я вижу кровать двуспальную, шкаф. Да, в каждом номере есть своя ванная комната, кондиционер, телевизор. Вот здесь побольше, чем у меня. Мебель здесь такая. Прям хорошая. По эконом, бюджет. Здесь прям и виды такие. Ух ты. Такой достойный. Это наш второй полулюкс. Номер поменьше, но более уютный, по-моему. Вот здесь за счет этих вот пуфиков, да, наверное, что удобно сидеть, смотреть телевизор. А вот эти вот мини-бары, холодильники, они в каждом номере имеются? Ну, мини-бара нет, холодильник в каждом номере. И, кстати, тоже душевая кабина, да? Да. Ну, красиво. Наш одноместный номер. Односпальная кровать для одного человека. И стол такой удобный. Ну да, в общем, удобно. Для одного человека, думаю, достаточно. Номер стандарт. Тоже двухместный. Да, двухместный. Но он, по-моему, побольше моего. Да, у вас же эконом номер. Единственный эконом, который был, да, это мой. Так, а дверь у вас, она закрыта, правильно? Да, круглосуточно закрыта. И доступ только по звонку. Вся информация имеется. План эвакуации. И всего 7 номеров. Да, администратор горничная в одном лице, поэтому дверь закрыта.